Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Ашхабад примет региональный юношеский турнир по теннису, КамАЗ откроет сервисный центр в Дашогузе, в городе Аркадак будет действовать служба экстренной помощи и другие новости. У Туркменистана установились прочные связи с ПАО «КамАЗ». Десятки тысяч автомобилей российского автогиганта в настоящее время задействованы в разных отраслях туркменской экономики. Первый сервисный центр КамАЗ открылся в июле 2008 года в Ашхабаде. Аналогичные центры также открылись в Туркменбаши, Мары и Туркменабаде. На 2023 год запланировано открытие в Дашогузе, который станет пятым центром в Туркменистане. Посол Туркменистана в Армении Мухаммед Гильды Аязов провел встречу с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Аванесян. Стороны обсудили проведение совместного мероприятия между музыкальными вузами двух стран в рамках Дней культуры Туркменистана в Армении. Также было уделено внимание вопросам обмена визитов на уровне руководителей, преподавателей и студентов. В городе Аркадак будет действовать служба экстренной помощи. Как отметил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе рабочей поездки в Аркадак служба под номером 123 будет принимать заявки клиентов по телефону, обрабатывать их и передавать по назначению. Службы газовой, пожарной безопасности и скорой помощи, организовывать неотложную работу. Таким образом, ее деятельность направлена на предупреждение бедствий и экстренных ситуаций. Президент Сердар Бердымухамедов утвердил состав Организационного комитета по подготовке к государственным мероприятиям по случаю 32-й годовщины независимости Туркменистана, которая отмечается 27 сентября. Глава государства распорядился подготовить проект плана торжеств и мероприятий по случаю 32-й годовщины независимости и обеспечить их проведение на высоком организационном уровне. В международной универсальной выставке «Белый город Ашхабад» предполагается участие 140 туркменских и зарубежных компаний, организаций и учреждений, а также частных предпринимателей. Выставка традиционно организуется Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Хекимликом Ашхабада. В этом году смотр экономического, культурного и образовательного потенциала туркменской столицы состоится 24-25 мая. Гитара лидера рок-группы «Нирвана» Курта Кобейна была продана на аукционе за $595,5 тысяч. Леворучная гитара была разбита Кобейном на одном из концертов во время исполнения композиции «Nevermind». Перед продажей гитару заново собрали из обломков. На корпусе инструмента имеются подписи всех участников группы «Нирвана». На одной из линий метро в Пекине ввели оплату проезда по отпечатку ладони. Чтобы оплатить проезд ладонью, перед входом в метро необходимо ввести биометрическую информацию в билетном автомате и авторизироваться в мессенджере WeChat. Затем достаточно будет приложить ладонь к турникету на остановке. Деньги будут списаны автоматически после выхода из метро. Такая технология позволяет без проблем оплачивать проезд даже при отсутствии наличных средств и разрядившемся смартфоне. Международная федерация футбола внедрит в Туркменистане новый проект по поиску талантов и развитию игроков для сборных. Детали проекта представил региональный технический консультант ФИФА Гайос Дарсадзе, который находился в Туркменистане с двухдневным визитом. В ходе визита Дарсадзе обсудил с руководством Федерации и специалистами технического отдела проект развития талантов ФИФА, который будет внедрен в Туркменистане, начиная с 2023 года. Ашхабад примет первенство Центральной Азии по теннису среди юношей и девушек до 12 лет. Турнир будет проходить с 5 по 9 июня в теннисном комплексе Ашхабадского олимпийского городка. Согласно регламенту, в соревнованиях, проводимых Федерацией тенниса Туркменистана, примут участие представители из Афганистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Поражение Арсенала в матче 37-го тура английской премьер-лиги против Ноттингем Форест лишило лондонский клуб математических шансов на титул по итогам турнира. Таким образом, Манчестер Сити за один тур до окончания АПЛ стал чемпионом Англии в 3-й раз подряд и в 9-й раз в своей истории. В этом сезоне футболисты Манчестер Сити также сохраняют шансы на победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. 3 июня команде Пепа Гвардиолы предстоит сыграть против Манчестер Юнайтед в финале Кубка страны на стадионе Уэмбли. 10 июня против итальянского Интера в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.